Книга «История Ногайской Орды». Книга об истории ногайского народа, и не только. Ногайцы – это маленький народ с великой историей. Сейчас в России их насчитывается немногим более 100 тысяч. Но когда-то, 600-500 лет назад, их было очень много, и соседи называли их не иначе, как санцы из Ногай, бесчисленные Ногаи. После распада Золотой Орды в 15 веке предки современных ногайцев, Ногаи, образовали могущественное и многолюдное государство – Ногайскую Орду. Были времена, когда она держала в страхе всех соседей. От опыта 1000 лошадей колебалась земля, тучи стрел закрывали солнце. В разное время от ногайских правителей зависели окрестные ханы. Русское государство очень внимательно относилось к отношениям с этой восточной соседкой своей. Начиная с княжения Василия III, многотысячные табуны ногайских лошадей пригоняли на продажу в Москву и другие русские города. И во многом дворянское ополчение московских князей и потом царей было посажено в седло именно на ногайских лошадей. Для русского человека XVI века понятия «ногайский конь», «ногайский нож», «ногайское седло» были привычны и не требовали пояснений. Но от всего этого всаднического снаряжения до нашего времени в языке, и кое-где в быту на юге, осталась только ногайская плеть, ногайка. Ногайцы оставили довольно глубокий след в нашей истории. Иногда такой след, о котором основная масса читателей не подозревает. История Ногайской Орды была сложной и кровавой, многое в ней случалось смут и конфликтов. Во время таких смут население этого государства пыталось укрыться в более спокойных местах. В частности, они уходили на запад во владение крымского хана по 3 основным переправам через Волгу. Чтобы удержать подданных, правители Ногайской Орды просили русские власти установить крепости на этих переправах, чтобы не пропускать народ через Волгу. Иван Грозный в местах, указанных ногайским беем Исмаилом, поставил эти крепости: Самару, Саратов, Царицын, нынешний Волгоград. Сейчас невозможно представить нашу страну без этих 3 городов, но мало кто помнит, что поставлены они как раз на местах 3 главных ногайских переправ. Среди прочих иммигрантов в России поселились и предки знаменитых княжеских родов. Когда-то таких родов ногайского происхождения было в московском государстве 1,5 десятка. Но до 20 века уцелели 2, зато очень богатые и знаменитые. Это князья Урусовы и князья Юсуповы, потомки правителей Ногайской Орды. Книга «История Ногайской Орды» впервые вышла в 2001 году в Москве в издательстве «Восточная литература». И сейчас в издательстве «Квадрига» готовится 3-е издание этой книги, очень расширенное и дополненное за счет новых источников, которые увидели свет в последнее время, прежде всего крымских и османских хроник, в которых излагаются новые интересные подробности этого давно исчезнувшего государства.